Медики возьмут под контроль мигрантов из-за коронавируса. От обычного гриппа умирает в 1000 раз больше людей. Это каждый год, каждые 2 года будут засылать с новым названием какую-то заразу. В основном в Китае, поскольку их много, вроде бы не жалко. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что изменится для каждого приезжего в России. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Обязательно досмотрите это видео до конца, если желаете узнать о коронавирусе более подробную информацию. На российской границе проверяют сейчас не только пассажиров, тщательно досматривают грузы и ручную кладь. По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже почти 6000 человек, из них 132 скончалось. Мигрантов, которые работают в предприятиях, по мере возвращения в город поставят на медицинский контроль. Студенты, которые возвращаются на учебу, и другие люди попадут под наблюдение медицинской службы, отметила эксперт. Также поступит и с мигрантами, которые работают на предприятиях России. По мере возвращения приезжих тоже поставят на медицинский контроль. Эксперт отметила, что уже под подозрение попали 4 жителей, которые вернулись из Азии с признаками заболевания ОРВИ, но ни у кого коронавирус не подтвердился. У 2 обнаружили грипп, еще 2 инфекционных заболеваний не оказалось, уточнила доктор. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы пишите нам в комментариях под этим видео. В аэропортах, в пунктах пропуска через госграницу РФ проводится усиленный контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с проведением анкетирования и измерением температуры, пояснила доктор. Также особое внимание будет уделено приезжим из Таджикистана и соседних регионов из-за их тесного географического расположения. На сегодняшний день коронавирусная инфекция может быть только у тех, кто вернулся из КНР и там имел контакт с зараженными. Также утвержден план по профилактике завоза инфекции. Так, алгоритм действий прописан для ректоров вузов, владельцев гостиниц, аэропортов, работников таможни и руководителей различных предприятий. Напомним, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, возбудителем которого стал новый тип коронавируса 2019, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии. Все пассажиры, они осматриваются, термометрия проводится, бесконтактная термометрия. С этой целью используются переносные тепловизоры. На этом у нас все. Просим вас поставить лайк и подписаться на наш канал. До скорой встречи.